Запланированный еще зимой отдых в Абхазии обернулся для семьи Ламоновых из Череповца аферой. Игорь Ламонов уже смирился с мыслью о том, что безвозвратно потерял деньги, на которые были куплены путевки в страну души у тех самых злополучных мошенников, когда произошло событие, которое его удивило не меньше, чем сама афера. Когда я нашел группу, в которой происходило общение обманутых, люди соединились в общую беседу, где-то, наверное, в конце мая к беседе к нашей подключился Игорь Жигун, президент гильдии ательеров Абхазии. И он уже начал информацию такую давать, что абхазская сторона готова разместить обманутых бесплатно по мере возможности. Как-то не очень верилось, конечно, всему этому. И очередной день просто выложили информацию о том, что Апсуатур способна разместить 4 семьи. Как раз даты наши совпадали, то есть билеты у нас были заранее куплены, билеты мы не сдавали. Я дал согласие, мне подтвердили, что да, вы едете, можете собирать чемоданы. Как известно, более 200 российских семей, которые приобрели путевки в пансионаты Абхазии через интернет, пострадали от действий мошенников. Путевки оказались фальшивыми. Эта информация появилась в российских СМИ в конце мая. По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела. А тем временем некоторые абхазские отели не остались безучастными к беде обманутых туристов и вызвались принять их бесплатно. Турагентство Апсуатур в их числе. Естественно, для нас это большой минус, потому что это антиреклама полнейшая для Абхазии, и спрос может упасть сильно. Так как мы работаем в туризме, естественно, для нас это тоже была проблемой. Мы понимали, что люди не приедут в связи с таким количеством обманутых людей. Были раньше обманы тоже туристов, мошенники, но это были единичные случаи, потому на это не особо внимание обращалось. Но так как это было на Первом канале и пострадавших было свыше 300 человек, 300 семей, то, конечно же, мы решили среагировать. Идею помочь пострадавшим от действий мошенников активно поддержали Минтуризма Республики, Абхазский союз туризма и гильдия ательеров Абхазии. Абхазский союз туризма призывает отдыхающих впредь быть более внимательными, ведь жертвой мошенников может стать каждый. Грамотно оформленный сайт, многочисленные отзывы, обзорные видеоролики, фотографии, номер счета в банке для перечисления 100% предоплаты для якобы последующей 30% скидки. Подозрений не возникало даже у бывалых туристов. Вы знаете, по-разному у нас было. Просто мы уже заказывали в Пицунде пансионат «Правда», или как он называется, «Питюс». Совершенно спокойно, все то же самое было, такой же сайт. И совершенно так же мы бронировали. Ничего вас не насторожило? Ничего практически. Единственная разница, что тогда ссылочка была на определенную турфирму, которая находилась в центре Москвы. И я именно там проплачивала 100%. На данный момент сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Абхазия проводят проверки по ряду обращений людей, ставших объектами интернет-мошенничества, связанного с реализацией жителям России фиктивных путевок на популярные курорты Абхазии. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.